Завершился Кубок мира по вольной борьбе. Российские борцы одержали громкую победу в финале. 5-й юбилейный чемпионат Якутии по бодибилдингу. Более 60 сильнейших спортсменов продемонстрировали красоту своих тел. В этом году уже 5 лет, как полуостров Крым вернулся домой. В Москве в самом разгаре фестиваль «Крымская весна». В эфире новости, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Сборная России выиграла Кубок мира по вольной борьбе. Победа далась нам впервые за много лет, и это произошло на якутской земле. Уверенно выиграв 3 встречи группового этапа над сборными Кубы, Японии и Турции, команда России вышла в финал престижного командного турнира, где провела матч со сборной Ирана, многократным обладателем Кубка. В финальной встрече россияне одержали победу со счетом 9-1. Решающее очко команде принес Магомед Рамазанов в весовой категории до 79 килограммов. Напомним, что иранцы были обладателями Кубков 6 лет подряд с 2012 по 2017 годы. В матче за 3-е место сборная США победила команду Японии со счетом 6-4. В составе сборной России блестящие победы одержали воспитанники якутской школы вольной борьбы Айран Тютрин и Виктор Расадин. Первыми на финальный ковер вышли Тютрин и иранский борец Алиреза Сарлак в весовой категории до 57 килограммов. Как и в первом круге, Тютрин провел 2 отличных броска и в целом показал яркую борьбу. Встреча завершилась со счетом 11-2 в пользу представителя российской сборной. А в категории до 65 килограммов Виктор Расадин не оставил шансов иранцу Хасанали Гиази Чека. Счет 10-2. Стоит отметить, что это был первый выход на ковер для якутянина в рамках Кубка. До этого он был заявлен в 3-м круге. Однако ввиду неявки турецкого спортсмена Расадину присудили победу автоматически. Таким образом, воспитанники якутской школы принесли команде еще 2 очка. На протяжении схватки была очень трудная борьба. Физически немножко уступал, можно сказать. Но, я думаю, решил характер все-таки. И дома стены помогают, можно сказать. Ну, я посвящаю, конечно, народу Саха. И хочу поблагодарить от себя лично сборной команды России, Республики Саха-Якутии, нашу Ильдархана, Сена Сергеевича Николаева и Виктора Лебедева за то, что они подарили нам такой большой праздник. Кубок мира в Якутии – это, конечно же, историческое событие, можно сказать. Глава Якутии Айсен Николаев назвал победу 2 якутских вольников историческим моментом. 46 лет назад победу в составе сборной России на Кубке мира одержали Павел Пенигин и Роман Дмитриев. Через 46 лет, наконец-то, 2 якутянина одновременно стали обладателями Кубка мира. Для нас, для якутской борьбы, это символический знак. Вы знаете, что последние годы у нас не все складывалось после ухода Вити Лебедева из большого спорта. Но это вот такая, знаете, большая заявка на то, что якутская борьба есть, существует и будет развиваться. Ее рано списывать со счетов. И уверен, что вот этот дух, который витал эти дни здесь, в стенах Триумфа, как вот Михаил Георгиевич правильно сказал, привлечет еще тысячи ребят в спортивные залы. Ну а наша обязанность как раз вырастить из них настоящих чемпионов, которые придут уже потом и встанут на самые высокие ступени пьедесталов и Олимпийских игр, и чемпионатов мира. А вот в Австралии в эти дни проходит Арнольд Спорт Фестиваль. Хозяин мероприятия Арнольд Шварценеггер дал старт соревнованиям по масс-рестлингу. Этот вид спорта уже 2-й год подряд включен в программу фестиваля. Член делегации масс-рестлинга Михаил Пахомов поблагодарил легендарного актера, а ныне общественного и спортивного деятеля, за популяризацию данного вида спорта, произнес речь от имени народа Саха и главы Республики Саха-Якутия и вручил ему памятные подарки. Такое внимание со стороны мировой легенды свидетельствует о перспективности масс-рестлинга, его востребованности в мире и, соответственно, большом потенциале развития. Спорт – это показатель не только силы, но и красоты. Это доказали более 60 сильнейших спортсменов из Якутска, Мурманска, Сахалина, Хабаровска и Благовещенска. Они демонстрировали красоту своих тел на 5-м юбилейном чемпионате Якутии по бодибилдингу. Это мероприятие проводит старейший спортивный клуб «Спарта». Анастасия Чужина стала победителем в категории мастера фитнес-бикини на чемпионате Якутии по бодибилдингу Гран-при Саха. Победителем в номинации «Мэнс Физик» среди юниоров стал Рустам Мубараков. В этом году представлена новая номинация «Фит-модель». 2 раунда в купальниках и вечерних платьях показали лучшие фитнес-бикини Якутска. Победители за абсолютное первенство получили особый приз – статуэтку. Я очень
очень рада, что я первый раз заняла первое место. Это третий выход на сцену в моей жизни. Начала я готовиться с декабря месяца. Да, 3 месяца интенсивной, ну, естественно, диета, кардио, нагрузки силовые. Ну, а сушка началась где-то недели за 3, за 4, так уже более серьезней. То занимайтесь спортом, это очень круто, это мотивирует, это заряжает. Ну и берегите свое здоровье, самое главное, конечно. В эти дни Якутск стал самым настоящим спортивным центром. В столице прошел 6-й из 7 этапов соревнований по зимнему дрифту Cold Winter 2019. В нем приняли участие 12 спортсменов на заднеприводных автомобилях. В рамках первого квалификационного этапа выбрали 8 лучших спортсменов. Второй этап – парные заезды. Судьи оценивали угол, скорость и правильность выполнения задачи. Призеры соревнований получили кубки, медали и главный приз – топливо от спонсора соревнований. Занимаюсь уже с 2016 года. Первый раз узнали, что будет зимний дрифт, решили по роликам, что жигаем вне конкуренции. Собрали за 3 дня машину, выехали. Потом втянул 2 пацанов еще, друзей. Вот гоняют с нами там. Можно и за 500 000 машину построить, можно и за 50 000 поехать. Поэтому кто как подходит. Соревновательный процесс вообще крутой. Гонки жесткие, конкуренция бешеная. Раньше, как народ ездил, просто приезжаешь, можно было выигрывать. Сейчас уже на любого попади с 8-ки. Уже конкуренция жесткая. Еще одно спортивное событие прошло сегодня в столице республики. На площади Ленина состоялся турнир по детскому хоккею. Его организовали в честь 5-летия присоединения Крыма к России. Это соревнование между 2 командами детей в возрасте 8 лет. Белые и черные полярные волки. Это воспитанники спортивного класса 31-й школы города Якутска. Игра прошла по всем правилам большого хоккея. 3 периода с перерывами по 5 минут в каждом. По итогам мероприятия детям вручили памятные подарки. Настрой классный. Счет у нас 3-1. Думаю, что изменится счет, будет либо 10-1, либо 12-1 хотя бы. Я хочу, чтобы такие игры были почти каждый день. Да, еще мы скоро поедем в Сочи на турнир. Мы там, хочу, чтобы мы заняли 1-е или 2-е место, хотя бы призовые места. В честь воссоединения Крыма с Россией шашлычок на Красной площади и бои на поролоновых мечах у стен Кремля. В Москве в самом разгаре фестиваль «Крымская весна». Сразу 13 площадок принимали гостей. Попробовать барабульку отправился и Максим Кардозу. Весна в этом году, конечно, подкачала, но несмотря на пасмурную погоду, москвичи пришли на фестиваль «Крымская весна». Для них здесь, на Тверской площади, выстроили настоящую Ялтинскую набережную. Вот она находится за моей спиной. Я, конечно, не уверен в 100% схожести, зато здесь много зелени. В эти дни площадь Революции отдана на откуп детям и гурманам. Для самых маленьких здесь работает сразу несколько мастер-классов. Они учатся рисовать, лепить из глины, ну и, конечно же, играть в русские забавы. Взрослых тоже не забыли, особенно тех, кто любит поесть. Для них здесь, прямо на их глазах, приготовят любые блюда из крымских деликатесов, а повара готовы даже поделиться своими секретами. Пельмени с рыбой, с красной рыбой и с белой рыбой, с треской, со специями. Очень вкусные. Готовим мы барабульку. Барабулька, как известно, черноморская барабулька. А в особенном кляре мы ее готовим, зажариваем в хрустящем кляре с картошкой и зеленым луком. Светлана Степанова приехала в Москву из Якутска на семинар. Решила со студентами прогуляться по столице, а оказалась в самом центре Крыма. Вообще так замечательно, что я попала на этот фестиваль «Крымская весна». Вот кусочек Крыма прямо здесь, в центре Москвы. Вот крымская сосна, очень здорово. И в такой холодный весенний день вот ощущение Крыма, тепла. Очень хорошая идея фестиваля, конечно же. Пришли, чтобы погулять, чтобы насладиться этой атмосферой. Фестиваль «Крымская весна» продлится еще 3 дня. За это время москвичи и гости столицы должны познакомиться с культурой и историей полуострова. Ну а завершится все грандиозным джазовым концертом.
Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Первая неделя Великого Поста близится к завершению. Согласно православной традиции, это пора усердной молитвы и говения. Что есть Великий пост и всем ли он под силу, в сюжете наших алданских коллег. Завершается первая неделя Великого Поста, первая седмица, знаменующая вхождение в Святую Четырехдесятницу. Согласно православной традиции, это пора усердной молитвы и говения. В минувшее воскресенье, испросив прощения у ближних и простив всех обидевших, верующие признали свою греховность. Своеобразным воплощением этого душевного порыва становится Великий пост. Универсального плана на все дни Великого Поста для каждого дома не существует. Если семья состоит из взрослых людей, это один ритм жизни. Если семеро по лавкам плачут, то совершенно другой. Считается также, что каждый человек определяет собственную меру поста, исходя из своих духовных и физических возможностей. Имеет значение также состояние здоровья верующего. Беременным и кормящим женщинам полноценное питание необходимо. Если показана белковая диета, ни о каком воздержании от мяса и молока также не может быть речи. Здоровому человеку, по мнению медиков, соблюдение правил питания в период поста пойдет только на пользу. Отказ от тяжелой пищи поможет организму очиститься от шлаков и оптимизирует работу различных систем и органов. Поститься могут не все люди. Есть люди, которые болеют. Это, конечно, это нельзя. Надо обязательно консультироваться с врачами, чтобы не навредить своему здоровью. Бывают люди пожилым возрастом, они слабые. Современники в своем большинстве понимают пост как в первую очередь ограничение в пище и полный отказ от продуктов животного происхождения. Между тем, пост – это не диета и не изнурение плоти. Смысл поста в том, что телесное очищение сочетается со смягчением нрава и преображением души. Период Великого Поста предусматривает прежде всего очищение духовное. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Это были новости на Якутия 24. Оставайтесь с нами.